Сейчас как раз с этим роликом подождем всех, кто хотел присоединиться, и мы начинаем. Ну что, добрый день, уважаемые участники, гости форума «Чувашия туристическая». Вот и подходит к концу наш недельный марафон, 7 дней, 9 сессий. Я всех рад вас приветствовать на нашем пленарном заседании. Как сказал выдающийся писатель, лауреат Нобелевский Иван Бунин, он говорил, что человека делает счастливым 3 вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать. По себе знаю, что интересная работа здесь хоть отбавляй, любовь тоже есть, но есть вопросы к путешествиям. Я думаю, что этот вопрос про путешествия и про туризм как раз и стоит на повестке. Предлагаю его сегодня нам обсудить. С вашего позволения я представлю членов президиума пленарного заседания. Глава Чувашской республики Олег Алексеевич Николаев. Заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Шалбан Валерьевич Караулов. Председатель Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Геннадьевич Аксаков. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. В принципе, наша, наверное, звезда, без которой бы этого мероприятия не состоялось, Алла Леонидовна Салаева. Отдельное спасибо Алле Владимировне Самойловой, руководителю Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Ну что, предлагаю начать обсуждение. Друзья, в мероприятиях форума «Чувашия туристическая» участвовало у нас, даже сами организаторы не думали, что такое количество участников будет на этих сессиях. Присоединилось более 10, если точно, 14 регионов России, и в том числе были представители из Беларуси. Но итоговая география, масштаб этих мероприятий, сессий нас приятно удивляет. Олег Алексеевич, первый вопрос к вам. Помню ваше наставление. Давайте проведем мероприятие, посвященное туризму в конце года, подведем итоги. Вы нас настроили на эту работу. Алла Леонидовна не дала никому скучать. Все вместе, сообща, мы, значит, этот форум провели, эти сессии. Олег Алексеевич, какие ключевые задачи вы обозначали перед организаторами и для чего в Чувашии проходит этот форум? Можете сказать? Да, спасибо, Дмитрий Иванович. Уважаемый Шалбан Валерьевич, уважаемый президиум, уважаемые коллеги, я искренне от души приветствую всех на сегодняшней пленарной сессии форума, который посвящен развитию туризма в Чувашской республике. И, конечно же, управленческая команда Чувашской республики, когда запланировала проведение этого форума, прежде всего ставила перед собой задачу, наверное, осознать весь наш туристический потенциал Чувашской республики. Осознав, и причем вот это осознание должно было прийти к каждому, независимо кто где работает. То есть это, естественно, правительство, это администрация муниципальных образований, это бизнес. И причем бизнес не только тот, который работает в туристической сфере, сфере индустрии, туризма, сервиса, гостеприимства, но и тот, который осуществляет повседневную деятельность в агропромышленном комплексе, в промышленности, производственных предприятиях и в других сферах, потому что везде элемент туризма как инструмент продвижения собственной привлекательности и привлечения внимания к своей деятельности есть. И вот в общем, вот такая задача была поставлена, и в целом, на мой взгляд, оргкомитет очень здорово подошел к вопросу раскрытия этой задачи. И поэтому была выбрана вот такая форма работы, форма нескольких стратегических сессий, их было 9. И, на мой взгляд, вот это погружение в каждую грань туристической деятельности на каждой площадке, оно имело колоссально важное значение, потому что, конечно, когда
конкретный предмет обсуждается детально, с погружением, а самое главное, с участием широкого круга экспертов, как региональных, так и, как уже Дмитрий Иванович сказал, из-за пределов республики, и прежде всего с федерального уровня, нам позволило, с одной стороны, посмотреть на себя. Но, с другой стороны, на мой взгляд, мы тем самым создаем тоже и некий новый алгоритм, или сейчас, как принято говорить, практику, которая потом может быть использована другими регионами для того, чтобы выработать свои значит, стратегии, свои виды видения работы в данной сфере. И вот за все я еще раз говорю всем огромное спасибо, всем участникам, в особенности экспертам, потому что внешний взгляд экспертов, специалистов в той или иной области имеет колоссально важное значение для того, чтобы правильно направить дискуссию, правильно посмотреть на самих себя, а самое главное – сформировать идеи и через креативный подход выработать вот такие конкретные действенные мероприятия, которые будут нас двигать к нужному результату. И вот далее другая задача еще была. Мы с вами знаем, что сегодня, ввиду разных обстоятельств, это прежде всего из-за того, что есть попытка, нас, скажем так, закрыть в наших границах. В принципе, да, пожалуйста, но у нас страна огромная, она настолько разнообразная, и появляется, мы с вами видим, желание людей двигаться внутри, как внутри Российской Федерации, и мы себе ставим задачу не менее важную, чтобы наши, особенно дети, двигались внутри нашей Чувашской республики. И вот ровно вчера на мероприятии, которое проходило в Совете Федерации, где спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встречалась прежде всего с домами народного творчества, работающими в Российской Федерации и всех субъектов Российской Федерации, было сказано ровно об этом, что именно подрастающее поколение является главным потребителем того продукта, который является нашим наследием духовно-нравственным или традиционными российскими духовно-нравственными ценностями и традициями. Именно туда мы с вами должны в разнообразной форме доводить в их сознание и через это формировать личностей, которые будут любить свою родину, ценить и делать все, чтобы страна развивалась на основе тех традиций, используя сегодняшние возможности, и, конечно же, наращивая свой потенциал и суверенитет. И вот, естественно, мы тоже планируем уже в следующем году масштабировать движение или передвижение наших детишек, школьников, студентов, прежде всего по Чувашской республике, и проводить с ними содержательные погружения в те или иные исторические страницы, в те или иные возможности собственного развития, если мы говорим о промышленности, о агропромышленном комплексе. И вот за счет такого обсуждения, на мой взгляд, мы имеем возможность сингронизации, прежде всего, различных направлений, которые направлены в рамках туристической деятельности и индустрии гостеприимства. Но не менее важно, мы же можем синхронизировать и мероприятия по другим национальным проектам, потому что для того, чтобы туризм хорошо двигался, нам надо строить дороги. Нужна хорошая инфраструктура, то есть коммунальная инфраструктура, для того, чтобы строились гостиницы. Причалы нужны для того, чтобы пароходы поехали, и так далее, и так далее. И таких моментов очень много. А мы с вами имеем много мероприятий в рамках национальных проектов, и, естественно, за счет этого мы можем обеспечить комплексность реализации всех этих мероприятий и обеспечивать максимальную эффективность использования средств. И совсем завершая, конечно же, это наши последние достижения или или мероприятия последних лет, который происходит в Чувашии. Это прежде всего, конечно же, в следующем году мы с вами увидим совершенно новый аэропорт, который сейчас активно реконструируется. Это тоже для нас повысит нашу туристическую привлекательность, так называемые входные воздушные ворота. В этом году мы с вами радовались, многие пользовались новым водным маршрутом до Казани и обратно. В Валдае перевезли порядка 19 тысяч человек. И мы с вами видели, что даже
чтобы директор речного порта не мог использовать свой служебный статус для того, чтобы достать билеты в определенные дни. Знаешь, это здорово, это классно. То с одной стороны востребованность, с другой стороны вот эти новые цифровые сервисы позволяют исключить даже вот такой вот, казалось бы, незыблемый административный ресурс, как руководителя хозяйствующего субъекта для того, чтобы решить вопросы обеспечения билетов. То есть, ну и, конечно же, вот сама цифровизация. Сама цифровизация и новые сервисы нам позволяют, конечно же, совершенно по-иному организовать весь этот процесс, обеспечить абсолютную доступность, понятность информации, ну и, как говорится сейчас, в один клик, в том числе не передвигаясь, получить информацию, приехав, например, в регион, что-то получить, если есть такая необходимость и желание, информацию виртуально. А через эту виртуальность, в том числе, привлекать людей, которые узнают о Чувашии из других территорий через вот такие каналы. Ну, на мой взгляд, наверное, вот пока так. Спасибо вам, Олег Алексеевич, за внимание к отрасли, что нас постоянно подстегиваете и обращаете внимание на актуальность и значимость в целом не просто декларирование, но и решение конкретных задач, которые направят нас на повышение привлекательности туристической. Но да, к возможностям административного директора речпорта чуть позже вернемся. А сейчас хотел бы представить человека, о котором действительно говорит, что он важной и весомой фигурой является в области туризма и в законодательном плане. Но я хотел бы сказать про другое. Буквально там за 5 минут, пока пили чай, он смог продать свою родную республику, можно сказать, в хорошем смысле слова, как туристически привлекательную. Рассказал 2 легенды, и прям к нему хочется поехать, посмотреть и на золото скифов, и на это таинственное озеро. Шалбан Валерьевич, скажите, вот сегодня на российском уровне как оценивается потенциал внутреннего туризма и действительно ли нам, регионам, так же как и Республике Туве, Чувашии и другим регионам, следует делать ставку на эту отрасль как возможный драйвер всей экономики? Спасибо большое, уважаемый Дмитрий Иванович, дорогой Олег Алексеевич, дорогие коллеги. Спасибо вам за ту организацию, которую вы здесь, на этом мероприятии показали. Я, как человек, который впервые приехал в Чувашию, могу, что называется, сторонний взгляд вам рассказать сейчас, что я вижу, какая оценка того, что вы творите здесь. Но первое, самое главное, что в глаза бросается, это то, что ваш губернатор человек очень инициативный, очень неравнодушный. Вот второй раз с ним встречаюсь, и уже такое ощущение, как будто я давно с ним знаком, и у нас много общих дел, которые мы творили, которые впереди. Вот это, мне кажется, заслуживает особого уважения. Второе, что в глаза бросается, это то, что вы довольно сплоченны. А значит, это одно из главных условий, которые необходимы для достижения результата. Аксаков Александр Дмитриевич – это человек особенный в Государственной Думе. И то, что он здесь мобилизован на тему туризма, это для меня тоже особый знак. Я Аллу Леонидовну знаю, она туризмом болеет, она горит этим делом. И в этом отношении, разумеется, что как один из самых активных депутатов Государственной Думы, в особенности в теме туризма, она обязана это делать. А вот то, что Аксаков здесь, это лишний раз подтверждает о том, что вы мобилизовываете все силы Чувашии для того, чтобы обратить внимание на потенциал развития туризма здесь. Это, опять же, очень хороший задел. Ваши руководители федеральных структур, здесь эксперты, которые прибыли на обсуждение недели туризма здесь, в Чувашии, опять же говорит о том, что вот именно вместе мы можем достичь результативности. Правильный, очень правильный подход.
И вот сегодня, когда мы разговаривали на тему развития, что нужно бы предпринять, было сказано о том, что у нас расширенный состав правительства Чувашии, в котором вошли и депутаты, они возглавляют по своим направлениям деятельности организационного комитета. Мне кажется, это очень хороший и правильный подход, организационный подход. И молодцы в этом отношении. Это заслуживает особого отношения и уважения. Если говорить про туризм, дорогие мои коллеги, я должен сказать о том, что мы живем действительно непростое время. И каждому из нас это надо понимать и осознавать. Действительно так получилось, что многие страны так называемого коллективного Запада пытаются нас поставить такие условия, где бы мы начали бы хныкать, говорить о том, что у нас все плохо, что страна разваливается и тому подобное. Наверное, они этого хотят добиться. Мы-то с вами понимаем. Страна наша лакомый кусок, и не случайно госпожа Меркель относительно недавно говорила о том, что якобы все полезные ископаемые России, они принадлежат всему миру, и, мол, каждая страна должна иметь свою долю в полезных ископаемых России. Без всяких прикрас, без всяких стеснений. Вот таким вот образом высказывалась, допустим, госпожа Меркель. Оказывается, мы в своей истории, когда повествуя нашим детям историю Великой Отечественной войны, старались как-то, что называется, толерантно написать то, что творилось еще в тех далеких 1941 году, еще в те года, когда напала на нас фашистская Германия, подразумевалось, что фактически на ее стороне выступили очень много европейских стран. Это здесь и Румыния, Финляндия, кого только нету. В реальности сегодня повторяется, к великому сожалению, спираль истории. Поэтому в этом отношении ничего сверхординарного не происходит. Другое дело, действительно сейчас такое время истины. Нам необходимо отстоять свой суверенитет. Нам необходимо на самом деле остановить тот нацизм и русофобию, который развивается в нашей братской, казалось бы, стране, как Украина. И в этих условиях, конечно же, нам с вами надо думать над тем, как нам развивать свою страну, как отстаивать свою родину и находить точки роста, быть сильными для того, чтобы вместе с другими странами также иметь шанс на развитие, на взаимодействие, на союзы, на партнерство и так далее. Будем сильными, будут и к нам тянуться. Мы-то с вами это понимаем, хорошую истину. Поэтому туризм, он является одним из самых таких хороших драйверов развития экономики. И не случайно глава государства, президент страны Владимир Владимирович туризм обозначил как один из национальных проектов. Как никогда сейчас в нем сосредоточены значительные деньги. У нас есть возможность вместе с вами, взаимодействуя с федеральными органами, привлечь на это направление деятельности достаточно большие деньги. Я приложу все усилия, чтобы ваши старания, они тоже были поддержаны федеральными органами властей. Потому что, как там у нас в народе говорят, под лежачий камень вода не течет. А я вижу, как вы стараетесь. Я вижу, какой у вас потенциал. И в этом отношении сегодня, когда говорят о том, что по секциям или по сессиям, которые вы организовывали в рамках недели, я слышал о том, что министр сельского хозяйства, например, отвечал за одно направление деятельности туризма. Казалось бы, министр образования, который далек от темы туризма, на первый взгляд, он тоже имеет отношение к одному из сессий, и он организовывал деятельность этой работы. И правильно, на самом деле, надеюсь, у моих коллег не возникали вопросы о том, что я вроде бы культурой занимаюсь, а при чем тут туризм? На самом деле мы с вами понимаем, что туризм – это сфера деятельности, которая пронизывает все направления деятельности. И если не будет сплоченного такого взаимодействия, то и туризма как такового у нас не получится. Это
должно быть нашим образом жизни. Гостеприимство, я знаю, у чувашского народа это в крови, это в культуре, а значит, у нас непременно получится. И я убежден в том, что именно командным способом у нас все получится. И я приветствую вас и очень хочу, чтобы все задуманное у вас получилось. Все задуманное вместе с нами, с Государственной Думой. И я очень благодарен моим коллегам, которые прибыли, работали здесь. Я знаю, что и комитет по туризму сюда летом приезжал для того, чтобы понять потенциал Чувашии. И я знаю, что они горят желанием вместе с вами развиваться. Я тоже для этого приехал и очень рад тому, что имею возможность прикоснуться к великой культуре родственного, в том числе и моему народу, этноса. Мы тюркоязычные, и в этом отношении много что схоже, даже на слух. А с другой стороны, я представляю русский мир. Недавно я был в очередной раз в Донецке и встречался с молодежью. И когда я говорил, вы знаете, ребята, я представляю русский мир. Несмотря на мой внешний вид, я действительно горжусь тем, что я представляю русский мир, и мы защищаем свое право жить. Мы горды тем, что имеем возможность отстаивать интересы своей страны. И мои ребята, вот казалось бы, за 5000 километров отсюда, прибыли сюда и героически здесь воюют за детей Донбасса. И вот говоря об этом, конечно же, я говорил о нашей идентичности. То есть наша страна, она великая, большая. И наша сила, конечно же, прежде всего в нашем единстве, в нашем интернационализме. И спасибо вам, что вы прикладываете усилия к тому, чтобы наши дети росли в патриотизме. Это классная идея по поводу того, что они имеют возможность ездить по своей республике бесплатно, с организованными системной основе, и мы эту идею будем транслировать на всю нашу страну. И желательно, чтобы наши дети имели возможность не только внутри своего региона посещать те или иные исторические места, но и, конечно же, знакомились с большой страной, видели нас во всем многообразии, для того, чтобы потом мы уже не говорили о патриотизме как о неком каком-то чувстве, которое нужно прививать. Это все должно быть нашим образом жизни, где наши дети должны жить именно в условиях любви к своей отчизне, потому что они гордятся своими родителями, тем, что делалось до них, и они обязаны от достигнутого идти дальше. Убежден, все то, что вы делаете сегодня, это очень важное дело. И я уверен, что у нас вместе все получится. Спасибо. Шабал Ильич, спасибо огромное за такие емкие слова. Отдельная благодарность, судя по движениям ряда министров, немножко заерзали на стульях. Видимо, точно теперь уже к туризму они будут приклеены намного сильнее, чем раньше. Но и судя по сосредоточенным взглядам глав муниципалитетов, видно, что им тоже придется включиться в эту работу с удвоенной, с утроенной силой, чтобы оправдать в том числе ваши слова. А вот у меня вопрос, наверное, Анатолий Геннадьевич, я вот полагаю, что вы более полно на него ответите. Ну, допустим, один регион мы считаем развитым с точки зрения туризма. Ну, это инфраструктура, маршруты, логистика, гостиницы, кафе. Вот насколько такой регион, где есть туристическая инфраструктура, превосходит по своему экономическому потенциалу, где такой туристической инфраструктуры нет? Нужно ли региону вкладывать в туристическую инфраструктуру внимание, ресурсы, время, людей для того, чтобы выровнять в том числе какие-то экономические показатели? Спасибо, Дмитрий Иванович. Но я хотел бы поблагодарить и Олега Алексеевича за организацию этого мероприятия, за то, что он туристическую отрасль выделил как одно из важнейших направлений развития республики, и Шалбана Валерьевича за добрые слова, в том числе в мой адрес, и зная его занятость,
сейчас региональная неделя, он должен быть в своем регионе. Он все-таки выбрал Чувашию, приехал сюда для того, чтобы познакомиться с республикой, почтить вниманием наш форум. Для нас это высокая честь. Ну и ваши добрые слова – это тоже стимул дальше больше работать в интересах туристической отрасли, прежде всего, конечно, как депутат Госдумы от Чувашии в интересах отрасли в республике. Я постараюсь так все-таки критически посмотреть на ситуацию. Многие знают, что вырос в Крыму, этнический чуваш. Мои родители похоронены в Бахчисарайском районе, в селе Вилино. Но, естественно, они всегда рассказывали о народе, который они представляли. И я слышал об древних былинных героях, волжских булгар, о Волжской Булгарии, которая в 1223 году единственная разбила войска Чингисхана, которые возвращались после битвы на Калке, про Кубрата, Бадбая, Аспаруха, Катрага. Те былинные волжские булгары, которые основали свои царства в разных территориях мира. Аттила отсюда, с Волги, Адал, пошел на запад и сформировал империю от Волги до Рейна. То есть такая гордость своим народом, она формировалась родителями, моими старшими родственниками, рассказывали вот о нашей большой и великой истории. Ну и дальше, когда я ехал на поезде в 1985 году знакомиться с родителями своей невесты, я рано встал, помню, вышел в вагоне и смотрю в окно и как раз представлял себе, как волжские булгары несутся по просторам этим. И гордость, волнение ощущал, внутреннюю связь с этим народом. И вот в этом году я по Волге осуществил вместе с семьей, ходил, посещали разные города, в том числе Чебоксары. Знаете, выхожу, встречают пожилые, уважаемые люди, но не очень одеты в чувашские одежды, ну так вот неброско, очень бедно, в этих лаптях, там что-то спели, ну как-то все это неказисто, так, и меня прям покоробило и стыдно стало, думаю, ну как же так, мы великий народ, с богатейшей историей, с столькими великими людьми, и вот так встречаем туристов, которые приезжают в нашу родную республику, а до этого мы были в Болгарии, в Татарии, там богатые, такие, представительные, молодые, красивые люди встречают с песнями и с достоинством туристов, которые приезжают. Естественно, другое восприятие, по-другому все принимаешь. Я иду по музею, в Болгарии, и экскурсовод татарка рассказывает, что на самом деле волжские булгары – это вот чуваши. Самые близкие последователи, если проследить, там, изучить все письменность, так сказать, исторические корни, да, чуваши наиболее близко находятся по родственной, скажем так, связи с Булгарией. Но я этого не чувствую. Не чувствую, и поэтому нам надо, вот, на мой взгляд, у каждого региона для развития туризма должна быть изюминка. Потому что, да, и спортивный туризм, и медицинский туризм, все остальное – это важно, но должна быть изюминка. Наша изюминка – здесь живут чуваши. Родина чуваши. Культура, история, великие традиции – вот это надо подать. И вначале выходишь из речного порта, я должен видеть Аттилу, Бадбая, Кубрата, Аспаруха. То есть видеть, что вот здесь былинные, и это не былинные на самом деле, а реально исторические личности, которые находились в корневой системе нашего народа. И, конечно, это будет интересно. Когда в Крым люди приезжают, сначала они идут на море, сначала идут, там, солнцем греются, а потом куда? В Бахчисарай, Чуфут-Кале, Херсонес, исторические центры. То есть народ тянется, турист тянется к истории.
тех людей, которые там живут. Вот то же самое должно мы прежде всего подавать. Все остальное, естественно, будем развивать, поддерживать и делать так, чтобы было приятно прилетать, пользоваться услугами, гостиницами, которые здесь есть, и будем развивать, создавать и так далее. Вот то, что, чем болею, вот об этом хотелось сказать, и рассчитываю на то, что вместе с Олегом Алексеевичем, с его командой мы это все реализуем. Благодарю вас, Анатолий Геннадьевич. Одним, наверное, из инициаторов и, так скажем, архитектором этого мероприятия, в том числе с разбивкой по сессиям, по направлениям, который посетил каждую площадку лично, выслушал экспертов. Алла Леонидовна, какие ключевые выводы может сделать регион Чувашия и как наш опыт по всем вот этим по итогам этих сессий может быть полезен другим? Спасибо большое, Дмитрий Иванович, уважаемый Олег Алексеевич, Алан Валерьевич, друзья, коллеги федеральные, друзья, свои родные. Конечно, хочу в первую очередь выразить слова благодарности за то, что мы прошли вместе этот путь в течение этой недели и подошли искренне к проведению каждой сессии. Действительно, поставив перед собой задачу не успокаивать себя, говоря, что у нас все хорошо, не заниматься излишним самопиаром, выискивая и говоря себе, что у нас все прекрасно. Были моменты сложные, по итогам были определенные ревностные моменты, когда нас критиковали, вроде бы соседние регионы, а нам казалось, что у нас-то получше будет, чем у них даже, и нечего, и у нас все это есть. Но эти эмоции, они были нам всем необходимы для того, чтобы нащупать вот эту твердую поверхность, на которую мы, я думаю, по итогам этой недели все встали, каждый по своему направлению. Отдельно хочу обратить внимание на приезд федеральных экспертов, потому что на каждой сессии действительно приезжали специалисты, и туроператоры, эксперты, те, кто смогли нам честно, правдиво сказать: друзья, вот это ваша сильная сторона, вот здесь не надо. Здесь вы не выйдете и не пройдете эту конкуренцию, потому что эту нишу уже очень активно и эффективно занимают другие регионы. Сегодня 61 миллион человек по итогам, по данным Ростуризма, воспользовались и стали внутренними туристами, вот по прогнозным цифрам 2022 года. А сколько из них у нас? И вот за это количество наших россиян, которые хотят узнать самобытность каждого края, отдохнуть, провести или выходные, или отпуска, идет в хорошем смысле борьба между регионами. Но важно то, что при нашем комитете вместе с экспертами наш регион стал одним из первых, кто занялся этим вопросом. Системно, четко, честно, понятно. Значит, у нас уже есть конкурентные преимущества перед остальными, потому что мы быстрее в эту историю зашли и приступили к хорошему движению, выработав для себя четкий план действий, который Дмитрий Иванович в конце представит, да, уже как итоговую резолюцию. Каждый отдельно, хочу сказать, Олег Алексеевич, как обычно, я очень горжусь командой правительства, вице-премьерами, министрами, которые, да, действительно, звучали фразы, что и честно, да, что вроде министр здравоохранения. Но какой здесь туризм? А туризм нашелся. С точки зрения санаторно-курортного лечения, реабилитации, как наша сильная сторона. Сергей Геннадьевич честно вчера встал перед всеми и сказал: мы идем этим путем. Потому что это важно нам как районам, чтобы показать нашу самобытность. Это важно нашим предприятиям. И руководители предприятий были и вчера, и сегодня здесь присутствуют на этой пленарной сессии. И так можно сказать про каждого, но мне кажется главным, что сегодня с нами и первый вице-премьер, министр финансов. Уже на пленарном. Это дополнительный аргумент, что мы получили эту поддержку. Спасибо, Михаил Геннадьевич. Вот. И что хочется пожелать? Хочется пожелать, чтобы сегодня также продолжился честный, откровенный разговор, чтобы по итогам у нас был хороший план действий, который дальше мы разошьем. И, конечно, мы должны отнестись к тому, что происходит, как к подготовке к приезду гостей к себе домой. Когда к нам с вами, друзья, домой идут гости, мы приводим дом в порядок.
Мы накрываем лучшую скатерть, достаем самую красивую вазу и наполняем ее красивыми цветами. Готовим самое вкусное, что у нас есть. Потому что для нас важен гость, который приходит к нам в дом. А здесь мы также должны подготовиться к гостям в нашу Чувашу. И, конечно, судя по тому, что мы все вместе и так откликнулись на проведение этой сессии, у нас все получится. Спасибо. В очередной раз вы нас собираете. Спасибо за призыв, за ту поддержку и помощь, которую мы все ощущали на себя, не только внешне, но и изнутри. Спасибо огромное, Алла Леонидовна. Действительно, нам нужно время, чтобы переварить всю эту собранную информацию. Понятно, что работа по итогам пленарной сессии, она не закончится, и никто не расслабляется. Только все начинается. И каждая площадка, которая была отраслевой, обсуждались не только видения, но фиксировались в том числе и будущие задачи для всех, для нас. Предлагаю перейти как раз к отраслевому обсуждению этих сессий. На одной из сессий Алла Владимировна Самойлова сказала: да, Чувашия не хуже, чем Кавказ, не хуже, чем минеральные воды. По оздоровительному туризму у нас есть все потенциалы, есть вся возможность, чтобы, ну, если стать не конкурентом Кавказа, но, по крайней мере, удовлетворить те потребности граждан, которые едут за оздоровительным туризмом, за реабилитационным туризмом, в Чувашии найти себе, в Чувашии найти ту точку, где можно реализовать эти возможности. Алла Владимировна, вот что мешает Чувашии? Природная скромность или какие-то другие причины есть стать вторым Кавказом? Спасибо большое, Дмитрий Иванович. Спасибо большое, коллеги. Уважаемый Олег Алексеевич, вот если честно, отвечая на ваш вопрос, сложно ответить на него, что мешает Чувашии. Ну, наверное, да, немножко скромность мешает, поскольку о туризме нужно говорить шире. А особенно, если говорить сегодня о медицинском туризме, то вот это слово «медицинский туризм», оно как-то немножко, ну, вроде как в диссонансе. Ну, утром сегодня встретились с Сергеем Геннадьевичем, он мне говорит: вы вроде за здравоохранение отвечаете, а здесь вроде как туризм. А вот именно когда мы будем говорить и о медицинском туризме в том числе, а медицинский туризм – это ведь не только реабилитация. Медицинский туризм – это когда к нам едут рожать, когда к нам едут лечить суставы, когда к нам едут менять хрусталики. Вот это в том числе медицинский туризм. То есть это пациенты, которые приехали сюда за получением квалифицированной, высокотехнологичной медицинской помощи. Мы все с вами прекрасно знаем, что нас приглашают лечить в Германию, в Израиль. Согласитесь, что есть. Но давайте, если мы честно посмотрим, как устроена система менеджмента, как завлекают пациентов на эти медицинские услуги. А вот здесь, наверное, как раз к вопросу о том, что нужно шире говорить, красиво говорить и красиво преподносить наших врачей, наши клиники, наши реабилитационные медицинские здравницы. То есть, и честно, у нас колоссальный потенциал, потому что если посмотреть реально сегодня на показатели деятельности отрасли здравоохранения, то, поверьте, нам есть чем гордиться. Нам серьезно есть чем гордиться. Но об этом нужно говорить, об этом нужно красиво говорить. Сюда нужно приглашать специалистов для того, чтобы они развивали еще выше высокотехнологичную медицинскую помощь. Сюда нужно приглашать пациентов. И поверьте, вот тогда эта работа будет развита, ну, наверное, еще на несколько порядков. А с каждым пациентом приезжает, как правило, сопровождающее лицо, которое в момент, когда пациент получает медицинскую услугу, получает уже туристическую услугу. Он идет в музеи, он идет на бульвары, он идет в магазины, он идет в рестораны, и он получает весь тот агротуризм, потому что ему нужно покушать, ему нужно, в общем-то, правильно провести время. Поэтому вот это все в комплексе. И поэтому спасибо огромное организаторам вот этого форума, потому что вы смогли соединить воедино все. И медицину,
и сельское хозяйство, и промышленность, и культуру. И невозможно представить сегодня себе туризм в какой-то отдельной отрасли. Это очень комплексный, очень такой вот целиковый подход. И поэтому правильно было сказано сегодня, что президент страны включил элементы туризма практически в каждый национальный проект. И, казалось бы, национальный проект здравоохранения, там ведь тоже есть элементы медицинского туризма. И когда тоже обсуждали, ну что может быть в медицинском туризме, а вот как раз наша задача в том, чтобы к нам сюда поехали не только внутренние российские пациенты внутреннего российского туризма, а чтобы к нам сюда поехали граждане ближнего и дальнего зарубежья. И поверьте, мы должны это сделать. И у нас есть огромный потенциал. Я уже об этом говорила на сессии по медицинскому туризму. Честное слово, у Чувашии есть огромный потенциал. Надо выбрать реперные точки, надо о них красиво говорить и надо приглашать сюда пациентов. И поверьте, у Чувашии все получится. Уже получилось. Но потенциал-то еще есть куда развиваться, есть куда расти. И я желаю только удачи, желаю только вот роста всем нам в этом направлении. Спасибо. Владимир, спасибо. Я не сомневаюсь, что Владимир Геннадьевич Степанов сейчас расскажет уже, в чем же потенциал медицинского туризма, какие основные маршруты и какие были итоги этой сессии на вашей работе. Владимир Геннадьевич. Все, что связано со здоровьем, повторюсь, это сильная сторона России и сильная сторона Чувашии. Развитие медицинской реабилитации заложено в федеральном бюджете 100 миллиардов рублей. Это увеличение непосредственно финансирования фонда обязательного медицинского страхования. Это, конечно же, обеспечение доступности оказания медицинской помощи. Что есть сегодня в Чувашии? Большое количество медицинских учреждений, которые уже сегодня готовы качественно оказывать медицинскую помощь не только для своих жителей здесь, субъектов, но и для тех, кто приезжает. Субъект получает до 2024 года более 400 миллионов рублей из федерального бюджета. Причем уже в этом году 120 миллионов уже приходит на оборудование. Развивая возможность предоставления услуг для иногородних граждан, развивается здравоохранение субъекта. Медицинский туризм – это мягкая сила дипломатии, и мы протягиваем руку помощи, медицинской помощи иностранным гражданам из дружественных стран. И, конечно, получив медицинскую помощь, а на уровне России сегодня была отмечена цифра 7 миллионов иностранцев, конечно, это вот наши послы доброй воли, несущие информацию о нашей стране, как о центре, где гуманитарная составляющая, гуманитарная политика стоит во главе угла. Говоря о ресурсах, которые есть на сегодняшний день в Чувашской республике, их сегодня достаточно. Это, во-первых, природно-климатические условия, это минеральная вода, это грязь, которые в своем роде являются уникальными. Это тот и кадровый потенциал, это те высокотехнологичные медицинские методики, технологии, которые применяются не только при реабилитации, при лечении пациентов, но и многое другое, которое позволит нам интегрировать медицинский туризм в общую туристическую отрасль Чувашской республики. Оценка экспортного потенциала здравоохранения Чувашской республики с учетом работы таких организаций, как Федеральный центр травматологии и ортопедии и эндопротезирования, Президентский перинатальный центр,
кардиологические и онкологические диспансеры, МНТК микрохирургии глаза, а также большое количество стоматологических организаций и целая сеть санаторий свидетельствуют о возможности значительного расширения в регионе экспорта медицинских услуг. На сегодняшний день уже очень многое сделано. Уже сегодня в республике в год получают медицинскую помощь более 9 тысяч пациентов из других стран. Но это еще не предел. И медицинский туризм при правильной его организации может и должен стать не только драйвером развития здравоохранения Чувашии, но и драйвером развития в целом республики. Уважаемый Олег Алексеевич, уважаемые гости, дорогие друзья, коллеги. Не отходя далеко от видеоролика, который продемонстрирован был вам сейчас, надо сказать, что данный видеоролик был направлен на довольно-таки авторитетную площадку, на всероссийский конкурс MedTravel, который занял призовое место, то есть именно в той номинации по медицинскому туризму. И сегодня смело можно сказать, что медицина Чувашии готова, она и принимает на сегодняшний день пациентов в рамках медицинского туризма не только нашей страны, но и ближнее и дальнее зарубежье. Была названа цифра по итогам года, более 7 миллионов уже иностранных граждан получили вообще медицинскую помощь. И с 2019 года республика активно участвует в реализации федерального проекта «Экспорт медицинских услуг» и довольно-таки успешно участвует и реализует данный проект. Буквально несколько слов, наверное, для понимания, что такое медицинский туризм и обозначение, наверное, основных моментов, то есть сильные стороны данного направления. Это, во-первых, разнообразие. Видеоролик продемонстрировал основную часть тех сильных сторон. Доступные цены, что немаловажно в нынешней ситуации. Транспортная доступность. Мы все прекрасно знаем расположение нашей республики, ее компактность, а самое главное – логистическая доступность. И авиатранспорт, железнодорожный транспорт, речной транспорт, автомобильный. И то, о чем говорил Анатолий Геннадьевич, это богатая культура региона. Наши уважаемые гости, которые посетили нашу сессию, отметили достаточно высокий уровень развития республики в этом направлении. Как уже было сказано многими нашими сегодня гостями, что у нас богатый потенциал, огромные ресурсы разного рода. Но важное, что отметил депутат Государственной Думы Кизеев Михаил Владимирович, о том, что для реализации данного направления уже есть государственная поддержка, а самое главное финансирование. И до 2024 года Чувашская республика получит более 400 миллионов рублей для развития данного направления. И в этом году мы уже приступили к реализации, в частности, по направлению медицинской реабилитации. Более 120 миллионов выделено, и оборудование уже поставлено в республику, которое будет применяться для реабилитации и лечения наших пациентов. И не только, как говорится, жителей республики, еще раз повторюсь, но и приезжающих из других регионов. Алла Владимировна в своем выступлении и принимая участие в сессии отметила, что любые виды медицинской помощи, которые оказываются на высоком качественном уровне, могут быть пациентам, как говорится, и жителям нашей республики, приезжающим в гости в нашу республику, даже где-то параллельно, это так называемый туры выходного дня. То есть они востребованы. И сегодняшняя нынешняя ситуация, она показывает и доказывает это в очередной раз.
Алла Владимировна, как наш главный инициатор, Алла Владимировна, отдельные слова благодарности, которые толкает, показывает, направляет, в конце концов, и помогает всячески, как говорится, как методически, организационно, и всяческая помощь для развития этого направления, то есть показав, насколько это важно, востребовано и необходимо. И сориентировала, то есть нас на сессии сконцентрироваться именно на тех сильных сторонах, о которых было сказано ранее, развивать их, вкладывать, которые интересны, как говорится, всем потребителям медицинских услуг и которые будут в будущем востребованы. Президент Ассоциации медицинского туризма и экспресс-медицинских услуг Евгений Владимирович Чернышов, он является и основным членом комиссии, которая разрабатывает непосредственно инструменты для реализации медицинского туризма в Российской Федерации, акцентировал внимание на социальном эффекте медицинского туризма и уже презентовал и предоставил необходимые материалы для реализации данного направления. Также наш коллега и руководитель координирующего центра по реализации федерального проекта развития экспортных медицинских услуг Сабина Игоревна Грин указала также на необходимость межведомственного взаимодействия, но мы понимаем, что одно врачебное сообщество, как говорится, развивать медицинский туризм не способно и не должно, то есть это должно происходить вместе, как уже было сказано и акцентировано нашими сегодняшними гостями, о том, что медицинский туризм, агротуризм и все остальные направления должны быть в одном едином целом. На стратегической сессии, по итогам этой сессии, был выработан проект дорожной карты, то есть четкие, пошаговые, как говорится, инструкции с указанием конкретных дат, мероприятий, которые будут реализованы на территории Чувашской Республики при непосредственной поддержке федерального центра, федеральных экспертов, Министерства здравоохранения. Ну и, наверное, одним из таких вот тоже считаем, что это достойный результат, что вот буквально в рамках недели здравоохранения 2022 в городе Москва будет подписан меморандум о намерениях и взаимодействии в рамках поддержки туризма и развития международного медицинского туризма, непосредственно уже с президентом ассоциации, который будет курировать, помогать и оказывать всяческое содействие. Спасибо за внимание. Так, один вице-премьер, поверивший, уже есть. Это уже результат нашей работы. Отличная командная работа. Спасибо, Сергей Геннадьевич. Теперь точно туризм в повестке министра здравоохранения и вице-премьера. Ну и заявка на конкурс, которая была отправлена по итогам этой сессии, тот видеоролик, который продемонстрировали, он вообще занял первое место. Ну что ж, я пробегусь тогда быстро по итогам ряда сессий. У нас порядка 40 конкретных предложений по итогам всех страцессий уже оформлено. Понятно, что мы их разошьем уже после того, как закончим это мероприятие публично и до конца будем доводить. Но в целом у нас были с вами сессии по линии Минкультуры, Светлана Анатольевна, Многоликая Чувашия. Организовывали эту сессию, достигли договоренности. В частности, Чувашия присоединится к всероссийскому турмаршруту «Многоликая Россия», который Минкультура России будет запускать уже в следующем году. Надеюсь, что Чувашия займет самое активное и очень ключевое место в этом туристическом маршруте. Общими усилиями с Минкультуры доработается программа и маршрут «Многоликая Чувашия» дорогами тысячелетий. Мы предложим ее туроператорам, и как приезжали к нам представители Третьяковской галереи, очень интересное было выступление, и я знаю, что вы достигли уже договоренности по итогам этой сессии с Третьяковской галереей, и думаю, что в скором времени наши коллеги об этом заявят публично. Промышленный туризм. Чувашия вошла в пилотный регион промышленному туризму. Оказалось, что промышленный туризм – это не только про промышленность, это и в том числе и про детский туризм. Очень активно туроператоры наши местные выходили с инициативами, проблематикой, что очень сложно детям попасть на предприятие, а предприятия со своей стороны выразили еще раз заинтересованность, что им нужны кадры, что они ждут детей для профориентации. Подписали 3 трехсторонних соглашения по развитию туризма между конкретными предприятиями и агентством по туризму.
ведем переговоры с нашим флагманом машиностроительным «Промтрактор». В 2023 году мы хотим, чтобы они выступили организатором регионального шоу тракторов. Такого точно нигде нет. Это единственная уникальная будет площадка в России. Ну и вместе с туроператором мы хотим обеспечить соответствующий поток гостей, туристов, чтобы они увидели эту площадку. А сейчас хочу пригласить на сцену организатора еще одной стратегической сессии. Одна из наиболее востребованных отраслей – это агротуризм, сельский туризм. Что может быть еще более колоритнее, чем культура земли, культура народа, которая в большинстве своем сохранилась именно на селе. Пожалуйста, приглашаю на сцену министра сельского хозяйства и заместителя председателя кабинета министра Сергея Геннадьевича Артамонова. Чувствую второй вице-премьер, который поверит в туризм на подходе. Добрый день, уважаемый Олег Алексеевич, Анатолий Геннадьевич, Шалбан Валерьевич, уважаемые коллеги, все участники сегодняшнего форума. После просмотра видеофильма Минздрава я, конечно, понял, что не то видео я сюда принес, но для начала неплохо. Вообще, если мы... Несите еще, Сергей Геннадьевич. Несите. Понравилось? Самое главное. Вообще, если честно и откровенно, как здесь было сказано, мы сегодня говорим, чем больше погружаешься в эту тему агротуризма, сельского туризма, вообще изучаешь эти объекты, все больше начинает нравиться Чувашская республика. Вроде я живу здесь 45 лет, вроде знаю все места, вроде был везде. Но каждый раз, каждый день открываешь новых людей, новых личностей, новые объекты. И думаешь, где мы были раньше-то? 1 декабря вчера мы в рамках первого форума тоже провели свою сессию номер 8 «Агротуризм, сельский туризм» он назывался. Также были приглашены федеральные эксперты, представители туриндустрии соседних республик. В сессии приняли участие депутаты Государственной Думы Алла Леонидовна, Сергей Иванович Казанков, представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, ректор Российского университета туризма и сервиса Госуниверситета Александр Алексеевич Федулин. Также Порман Елена Евгеньевна, я тоже руководитель секции, вижу здесь по развитию сельского аграрного и эногастрономического туризма при Комитете Госдумы, представители Республики Беларусь, представители банков и также участвовали представители, поделились своим опытом в сфере развития сельского туризма представители регионов Российской Федерации. Это Республика Карелия, Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Марий-Эл, Мордовия, Ульяновской области, Пермского края. Всем, конечно, огромное спасибо. На сессии обсужден актуальный вопрос развития агротуризма, как привлекать туристов в агрохозяйство, как продвигать этот бизнес, как улучшить инфраструктуру объекта.
что предлагать туристам в рамках экскурсий. Кстати, я останавливаться на каждом объекте не буду, попросил пролистать пока в ходе моего короткого доклада, а так можно остановиться на каждом из них и рассказывать про каждый объект часами, на самом деле. Очень, я считаю, интересные объекты. Что мы поняли для себя? Для всех регионов характерны одни и те же проблемы, тормозящие на сегодняшний день развитию сельского туризма, среди которых, во-первых, отсутствие стратегии развития сельского туризма, предусматривающие конкретные мероприятия по развитию, отсутствие законодательного регулирования в области земельных отношений в целях развития дальнейшего тоже сельского аграрного туризма, слабое продвижение услуг в сфере туризма из-за незнания основ маркетинга, отсутствия ресурсов у представителей отрасли, недостаток квалифицированных кадров для организации сельского туризма, отсутствие понимания интереса развития туристического направления у сельхозтоваропроизводителей, неразвитая инфраструктура сельского туризма на сельских территориях, хотя я с этим не совсем согласен, чуть позже сейчас остановлюсь. Я к чему? Если мы совсем комфортные условия создадим, и город от села отличаться ничем не будет, если так мощную инфраструктуру сделаем, тогда никакого сельского туризма аграрного и не будет. Мне кажется, сама и уникальность, она и в этом и состоит. Низкий уровень участия малого бизнеса в развитии сельского туризма, отсутствие кооперации между всеми участниками процесса, сельхозтоваропроизводителями, туроператорами, нестабильность ценообразования и сервиса для туроператоров, отсутствие интерактивных программ и мест для проведения дегустации сельхозпродукции и так далее. Примерно так. Проблемы перечислять, конечно, можно еще больше, но мы их пока сгруппировали таким образом. На своем уровне от Чувашии мы также постарались сформировать перечень туристических объектов, которые можно сейчас как раз посмотреть, аграрного и сельского туризма, которые возможно включить в туристический маршрут. Это не туристические маршруты, мы для себя поняли, но они находятся, эти маршруты, на территории 9 муниципалитетов. Это объекты промышленного туризма. С городом Чебоксар это 10, получается, муниципалитетов и сельхозорганизации. Также сюда входят объекты фермерские хозяйства, такие как, например, по выращиванию ягод, сыроделию, образовательные учреждения, и включены такие объекты, как, например, рождественский скит, и так далее. Все вот эти туристические объекты, которые мы пока выбрали, конечно, они требуют детального изучения, дополнительной проработки в целях включения их в туристический маршрут сельского и аграрного туризма. Но мы считаем, для начала это неплохо, но здесь я попросил бы остальные районы тоже не наблюдать за тем, что происходит в этих 9 районах, которые первые проявили инициативу. Надо объекты начать готовить. Будет объект, маршрут включить. Все это, конечно, будет несложно. И мы также включили несколько событийных мероприятий, которые мы тоже собираемся развивать. Это в первую очередь, конечно, пивной фестиваль всероссийский. В прошлом году мы его провели впервые. Называется он «Зеленое золото России». Считаем, провели на первый раз очень успешно и будем развивать дальше. Дальше Агатуи, который мы уже традиционно проводим. В некоторых районах, честно, надо признать, они становятся несколько местечковыми. Если мы не все районы будем проводить в один день, хотя бы, например, в течение 10 дней, и каждый раз в 2 районах тоже можно очень, в рамках событийного туризма. И вроде мы так привыкли к этим Агатуям, как само собой, да? Но на самом деле я тоже считаю, есть что показать. Каждый район можно показать. Там же мы знакомим с культурой, и всем. И тоже интересное направление. С этого года хотим включить бега рысистых лошадей в Ядринском районе, куда и так стекается очень много, приезжает население на конезаводы имени Чапаева. Таких заводов всего 9 в Российской Федерации. На многих ипподромах нашей страны сегодня до сих пор не побиты рекорды наших рысаков, поэтому тоже собираемся включить. И много других, и еще несколько мероприятий тоже в рамках событийного туризма мы собираемся развивать. Вот как раз конные бега примерно. Это смотрите, сколько народу. Это мы еще не раскручивали. Да. Вот как так. При обсуждении развития агротуризма руководителем секции по развитию сельского, аграрного и гастрономического туризма в Комитете Госдумы по туризму, я уже несколько раз назвал, как называется должность, Еленой Порман, были высказаны предложения, какие должны быть критерии, предъявляемые к объектам агротуризма, дано определение сельского туризма, предпосылки для развития туризма, основные направления
и необходимые ресурсы для его развития. Также представители Республики Беларусь поделились своим опытом в сфере развития, ну и остальные регионы я назвал. Рассмотрев все высказывания участников вчерашней сессии по развитию аграрного сельского туризма, дорожную карту мы еще не успели сделать, честно говоря, но сессия проходила только вчера, мы обязательно тоже в ближайшее время ее сделаем. Мы предлагаем включить в итоговую резолюцию форума следующие предложения. Они предварительно уже согласованы и с главой республики, и с Михаилом Геннадьевичем Заряковым. Мы предлагаем дополнить мероприятия по реализации инициативных проектов на территории муниципальных образований направлениями по обустройству объектов для купания, для массового отдыха населения, по развитию объектов аграрного и сельского туризма тоже предлагаем включить в этот перечень. По инициативным проектам ежегодно мы реализовываем около 1000 разных проектов. Дополнить образовательный проект «Школа фермеров», реализуемый правительством Чувашской Республики совместно с Аграрным университетом, Россельхозбанком. Предлагаем новым направлением по развитию сельского туризма. Также предлагаем земельные участки без проведения аукционов для развития сельского и аграрного туризма, для размещения глэмпингов и так далее. Желающие, честно говоря, уже есть и представители Татарстана, и Чувашской Республики. А также предлагаем рассмотреть, кто готов вложить в это деньги, я имею в виду. А также предлагаем рассмотреть различные виды господдержки, предусматривающие, например, может быть, возможно, это тоже дополнительные проработки, строить субсидирование процентных ставок по кредитам на развитие аграрного и сельского туризма. Хотя представители Минсельхоза вчера сказали, что появится федеральная поддержка и федеральный бюджет начнут субсидировать проценты по кредитам. В итоговую резолюцию форума также предлагаем включить в первую очередь разработку стратегии развития туризма, предусматривающую конкретные варианты по его развитию. Кроме того, необходимо принять также следующие меры. Нам необходимо консолидировать меры господдержки сельхозтоваропроизводителей, оказывающих услуги в сфере сельского туризма. Это гранты, госпрограммы АПК, гранты Ростуризма, госпрограммы по линии КРСТ, льготное кредитование и так далее. Также считаем, также нужны меры по обучению сельхозтоваропроизводителей основам ведения деятельности в сфере туризма, привлечение сотрудников Центра компетенции к сопровождению проектов развития сельского туризма, дальнейшее совершенствование законодательства в сфере сельского туризма, в том числе в области земельных отношений. В итоге необходимо разработать реестр сельских туристических продуктов и необходимо уделить особое внимание проведению мероприятий по популяризации и продвижению сельского туризма, развитию региональных брендов и гастрономического направления сельского туризма. Для этого мы предлагаем в каждом муниципалитете создать рабочие группы, и я попрошу возглавить, если вы хотите что-то получить от этого, глав администрации, эти рабочие группы сами. Если уж на уровне правительства министры возглавляют, если глава республики уделяет большое внимание, не спускайте, пожалуйста, до своих специалистов. И, конечно же, необходимо при разработке маршрутов связывать проекты по созданию сельского туризма с экономикой, оценивать эффект в виде получаемого от реализации проектов дохода. Но с этого, я считаю, надо начинать. Развитие производства на сельской территории, в том числе малого предпринимательства на селе. В резолюции пока получилось, мы доработаем, вот примерно такая. И очень часто мы слышим, вот вчера тоже потом подходили от деньги и так далее. Честно говоря, ежегодно в развитие сельской местности только вкладывается в этом году более 6 миллиардов рублей по линии всех ГРБС, по линии только Минсельхоза 1,5 миллиарда рублей. Реализовывается более 1200 проектов каждый год. Вот как было сказано, Ленин, когда приезжают гости, мы же должны готовиться. Это все была подготовка. Это тротуары, улицы и так далее, это детские площадки. Это все мы готовились, получается, к этому. То есть что-то уже сделано очень много. И дальше эти программы, они тоже будут действовать. И я думаю, у нас получится. Спасибо. Спасибо. То есть, видите, весь прошлый год муниципалитеты через инициативное бюджетирование готовились к туризму, получается. Отлично, что Сергей Геннадьевич тоже готов со своей командой не только включаться, но и дальше показывать весь этот потенциал сельского туризма. Но вы говорили, Сергей Геннадьевич, про то, что малый, средний бизнес включается в эту работу на местах, на селе и предлагает свои инициативы. И мы вот сейчас разрабатываем инвестиционные профили муниципалитетов, где каждый глава вместе с своей территорией включается в эту работу. Скажу так, что, Алексей Алексеевич, практически все эти площадки говорят про туризм. У нас самый лучший район, у нас самая лучшая вода, у нас самые лучшие продукты.
И очень много проектов именно предпринимательской инициативы включаются в повестку туризма. Я хотел бы передать слово Сергею Ивановичу Казанкову, первому заместителю председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Пожалуйста, Сергей Иванович, скажите, пожалуйста, оцените и работу площадки по сельскому туризму, ну и в целом, какие перспективы есть у малого и среднего предпринимательства, которое включается со своими идеями, деньгами, инициативами в тему туризма. Спасибо. Чувашла шел Анланап, Каласма Пальмеп. Поэтому, как Аксаков, можно буду по-русски, с вашего позволения. Что мне еще очень понравилось, слов Анатолия Геннадьевича, что все нужно говорить четко, конкретно. Вот его настрой критический очень мне близок, поскольку те, кто родом с производства, я и пошел в комитет по малому и среднему бизнесу, чтобы поддержать производство, должны говорить реальные цифры. Вот смотрите, насколько вообще рентабельный агротуризм. Если взять развитые страны Западной Европы, то там прибыль от агротуризма, это винные, сырные туры, в общей прибыли сельхозпредприятий составляет 15-20%. В Греции, где это поставлено на должный уровень, уже 30%. В нашей стране считают, что 1%, потому что на самом деле так никто еще и не считал. То есть ресурсы есть, ресурсы огромные. Как это реализовать? Вчера мы обсуждали уже на второй сессии после обеда с участием Натальи Алексеевны Николаевны и решили, что раз наша Чувашия занимает первое место в России по производству хмеля, но это людям объяснить сложно, то, может быть, нам стоит построить здесь самый большой фонтан пива. Почему он в Европе, а не у нас? И тогда на самом деле будет вау-эффект, и можно приглашать людей уже со всего мира приезжать к нам в Чувашию, чтобы их реально удивить. У нас, кстати, около Дома правительства есть фонтан, Алексеевич. Может, мы действительно там сделаем фонтан пива? Почаще будут на работу приходить и задерживаться. Надо Мешкову дать поручение. Да. Второй момент, который хотел бы я тоже подметить. Мы, жители Поволжья, вот я чуваш по национальности, родился, живу, работал в Мариэл. Но все предки у меня испокон веков с Татарстана родом, там, где как раз находилась деревня Болгария. Сейчас мы там возвели крепость Сувар. Именно там летом проводили УЯВ всероссийский. Вот скажу в цифрах, как всегда привык. Через белые счетчики прошло 15 тысяч человек. Жители были с 61 региона страны, 7 зарубежных государств. Только депутатов Госдумы и сенаторов приехало 30 человек, потому что всем очень интересно мы. Духовно мы близки, но культурально народу Поволжья очень мы различны. И вот поверьте, что в Москве любой москвич, они богатые люди, может определить, кухня это итальянская, там, или французская, или азиатская, но чувашскую, марийскую, татарскую они просто не знают. И это на самом деле для нас, это возможность их сюда пригласить и удивить. Анатолий Геннадьевич, опять к вам возвращаюсь нечаянно, но вот вы правы, что село должно привлекать не своей бедностью. Мы должны быть обязательно богатые, но культурно особенные. Вот этим можно привлечь москвича. Не дешевизной, а своим особенностью, отличий. Понимаете, вот тогда они к нам с большей охотой поедут. И еще вот в завершение хотел сказать. Буду кратко, потому что каждому хочется высказаться. Когда проходили последние выборы, я у отца своего спрашиваю, он хорошо знает чувашский, перле, что это такое означает? Он говорит, это когда все вместе, все на месте. Ага, думаю, понятно. У нас в России официально только живет 1,5 миллиона чуваш, и большинство за пределами Чувашии. И вот поверьте, многие из молодых, кто такая Нарспи, даже понятия не имеют. И поэтому это тоже третий момент, согласно которому мы сюда можем своих чуваш пригласить и рассказать, кто чуваш на самом деле. Рассказать о нашей великой нации, чтобы они гордились, кем они являются. То есть все-таки фонтан, я считаю, что стоит. Побить Мы Европу, да, и попасть в книгу Гиннесса, это верно. Во-вторых, нужно сделать сервис комфортным, вкусным. И вот, Олег Алексеевич, вы большой молодец, что пробили эту идею, проект «Большая Волга», когда от Нижнего до Самары ездят эти наши Валдаи, и можно сделать экскурсии более насыщенными. Ну и третье. Надо нам самих себя уважать и тех чувашей, которые за пределами республики, привозить к себе, чтобы они смотрели, какие мы молодцы. Вам всем спасибо. Сергей Иванович, спасибо. Я думаю,
Я думаю, точно сейчас идея с фонтаном разойдется по всем средствам массовой информации, и мы с этой мыслью идем. И главы муниципалитетов. Но посмотрим, кто сделает первый фонтан из пива. Сергей Геннадьевич точно сейчас вот включит, наверное, уже соревновательность какого-то процесса. Будем ждать. Сессия «Большая Волга» и туристический потенциал городов. Вот мы говорили с вами, что у нас Чебоксары – это ворота, в том числе и про Валдая, в том числе и про Волгу, нашу любимую, нашу не нуждающуюся в объяснении, любимую мать-реку, которая объединяет не только нас, но и всю страну. Безусловно, сессия «Большая Волга» была посвящена всему, что связано и с инфраструктурой, и с транспортным обеспечением. Очень отдельно там было заметно волнение нашего другого вице-премьера, настолько он там переволновался, может, туда и не пришел сегодня. Все задавали вопрос про причальные стенки. Причальные стенки, стенки, стенки. Но это была, помню, одна из таких активных тем для обсуждения. Надеюсь, что те города и те регионы, те районы, которые находятся вдоль Волги, включатся в эту работу, и в ближайшее время мы увидим другие инициативы. Итак, Чебоксары. В этом году мы приняли рекордное количество, я так понимаю, за все время круизных туристов, более 73 тысяч. Присутствовали у нас представители круизных компаний, их, по-моему, всего 5, насколько я помню, самых основных. Крупнейшие из них заявляют о том, что на 2023 год ставят также рекордное количество судов и рекордное количество туристов, которые посетят город Чебоксары. Помню, компания «Водоход» заявила, что увеличит количество рейсов с 74 до 111. Это плюс дополнительно 7 тысяч туристов в следующем году приедут к нам только этой компании на круизных лайнерах. У Чебоксар есть серьезное преимущество перед другими городами-миллионниками, так как это ворота, у нас и аэропорт 20 минут всего до центра города. Надеемся, что в следующем году, и уверены, что в следующем году он уже откроет свои двери и будет блистать во всей своей красоте. И один из самых обсуждаемых вопросов, ну, конечно, это была идентичность всей нашей республики. По мнению большинства экспертов, все сошлись на мнении, что и в туризме, и в архитектуре, и в маршрутах нужен чувашский язык, нужно чувашское, нужна вышивка, нужна наша самоидентичность. Именно эта идентичность имеет возможность стать вот этим национальным культурным достоянием. Вот мы проговорили, в основном пробежались по выводам всех основных 9 отраслевых сессий, которые проводили на протяжении этой недели. Я прошу поставить, пожалуйста, отчетное видео по всем этим 9 сессиям, чтобы присутствующие могли увидеть эмоции этих сессий. И дальше прошу тогда уже перейти к следующему обсуждению. Пожалуйста. Мы уже с вами столько лет говорим о том, чтобы Чувашия стала туристически привлекательной. Наступило время, когда мы готовы выслушать экспертные заключения федеральных экспертов, погрузиться в проблематику каждой темы и сделать такой хороший план действий. Смысл в том, что мы один день совершаем полное погружение. Высокотехнологичных методов лечения более 80% уже осуществляется в клиниках нашей республики. На развитие медицинской реабилитации заложено в федеральном бюджете 100 миллиардов рублей. Хотим услышать все отрасли, увидеть возможности.
приезжают очень многие гости. По оценкам Яндекс.Посетителей мы занимаем лидирующее место, у нас 5 баллов. Для нас самое главное, когда дети голосуют ногами. И в Чувашии это получилось. Свою республику они изучили. Давайте пойдем дальше. Мы с вами говорим о том, есть ли туристический потенциал в республике. Мне кажется, что он гигантский. Да. Что? А вот как раз сейчас про школьный туризм мы и спросим. Говорят, что дети голосуют ногами. Давайте предоставим слово нашим федеральным экспертам, которые принимали участие. Вам спасибо огромное за то, что у вас получилось не только принять участие в сессиях по тематике, но и остаться с нами на пленарную сессию. Я хотел бы пригласить Татьяну Сергеевну Козловскую как раз про площадку «Чувашия глазами детей», которая была организована Министерством образования. Вот Алла Леонидовна у нас возглавляет в Госдуме рабочую группу по детскому и молодежному туризму. И очень много инициатив. Впервые у нас в законе появится термин, что такое детский туризм. И это на самом деле очень важно, как мы начинали говорить, начать говорить со всеми на одном языке, и чтобы была одна у нас терминология. Пожалуйста, Татьяна Сергеевна, расскажите, пожалуйста, как прошла сессия, какие выводы и что вы, как эксперт федеральный по этому направлению, можете нам сказать? Здравствуйте, уважаемый президиум. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хочу сказать, что в течение недели в Чувашской республике проходит еще туристический форум. И могу с уверенностью сказать, что здесь и сейчас пишется история развития туризма не только в республике, но и выдвигаются новые инициативы, новые знаковые принципы для всей нашей страны. И это очень важно. Хотелось бы прежде всего остановиться на детском туризме, потому что все-таки детский туризм – это платформа для развития внутреннего туризма в любой стране. Это становление личности ребенка. Это его воспитание, это его образование. И что чрезвычайно важно, мы сейчас говорим о патриотическом воспитании. А в общем-то, вот здесь туризм, здесь это все заложено. И мы должны правильно и грамотно это использовать. Ну и хочется все-таки сказать, почему мы так часто употребляем образование, потому что детский туризм как раз находится на рубеже образования и туристической деятельности. И Чувашия была одна из первых субъектов Российской Федерации, включившихся в 2015 году в проект «Живые уроки». Сегодня в республике мы уже слышали, по-моему, 176 маршрутов, которые и образовательные, и профориентационные, и туристический потенциал в этом смысле Чувашии действительно очень огромный. Нам надо просто его использовать правильно. Здесь успешно развиваются живые уроки истории, живые уроки географии, биологии, физики, даже математики. Здесь есть музей Лобачевского, что не каждая может похвастаться, да, такой действительно серьезной возможностью для детей. Ну, а вот построенный недавно Сурский рубеж – это практически единственный памятник трудовой доблести народа в нашей стране.
Ну и на сессии по детскому туризму совместно с туроператорами Нижнего Новгорода, Чувашской республики, Республики Мариэл мы составили межрегиональный маршрут сплетения культур. Я попрошу вот вывести уже его. В котором нашли отражение культура, традиция, кухня русского, чувашского, марийского и татарского народов. Мы постарались показать уникальность каждого региона, и этот маршрут вот сейчас перед вами. Что сюда входит? Прежде всего, это Нижний Новгород и Городец, это русская культура, Лысково, Верхние Очаки, Чебоксары с музеем вышивки. Очень трудно, что-то переключается у меня. С музеем вышивки, этнической театральной постановкой, Чувашским национальным музеем и Йошкар-Ола, конечно же, включается и Казань. Этот маршрут мы подготовили для участников программы «Больше, чем путешествие». Сегодня вы знаете, что это победители всероссийских конкурсов, проводимых на платформе президентской. Это «Россия – страна возможностей». Так вот, буквально 2 дня назад финалисты конкурса «Большая перемена» по приглашению Аллы Леонидовны Салаевой посетили Госдуму. Познакомились с политическими фракциями, входящими в Госдуму, увидели, где наши депутаты занимаются законотворчеством, расширили свои знания по обществознанию. Это предмет в школе, который преподается. Это очень здорово. Дети, кстати, передают огромное спасибо, Алла Леонидовна, потому что вот это впечатление, конечно же, останется у них на всю жизнь. Да? Приехали дети из Кемеровской области, из Сибири, из Дальнего Востока. Кстати сказать, практически человек, наверное, 12 было из Чувашской республики. И это очень значимо. Ну и хочу обратиться к Шалбану Валерьевичу с предложением о создании при Госдуме Общественного экспертного совета по одобрению школьных маршрутов, как региональных, так и межрегиональных, которые находятся на стыке туристической деятельности и образования. Вот одобрение Госдумы, я считаю, станет знаком качества и, безусловно, поднимет детские маршруты, детские путешествия по стране совершенно на новый уровень в регионах России, как по содержанию, так и по качеству исполнения. Это значит повышение подготовки кадров для детского туризма, координация деятельности органов власти по управлению детским туризмом и повышению доступности турпродуктов для школьников. Ну а главное – это создание детям возможности путешествовать по родной стране. В этом смысле Чувашская республика могла бы стать пилотным регионом, где на практике можно было бы отработать алгоритм взаимодействия между турбизнесом и системой образования, и зачатки этого уже есть, между турбизнесом и властью, решить вопросы межрегионального сотрудничества и финансирования детских путешествий по стране, показать влияние детского туризма на увеличение турпотоков в регион. Например, когда очень лояльно подошла к этому вопросу Калининградская область, у них за 3 года увеличение турпотоков в 3 раза. То есть поехали дети, поехали за ними семьи, поехали дальше, потому что распространение информации – это вообще огромное дело. И давайте будем использовать это. Показать влияние детского туризма на увеличение турпотоков, как я уже сказала, а значит и приток денежных средств, а значит и приток налогов. И это, конечно же, очень важно. Вот это все промониторить и масштабировать можно на другие регионы. Почему Чувашия? Потому что здесь сравнительно небольшая территория, которая находится в окружении тоже таких же республик. И это очень важно, когда мы вот это вот и сплетение культур покажем. И это, конечно же, патриотика, и это, конечно же, и образование детей. Ну а со стороны турбизнеса, Ассоциации московских туроператоров по внутреннему и въездному туризму, Общенациональный союз индустрии гостеприимства, мы готовы всячески помогать в этом развитии вот со стороны турбизнеса. Но мы очень надеемся, и проект «Живые уроки» это уже показал, что, конечно же, нужно оказывать поддержку и
со стороны органов исполнительной и законодательной власти. И я думаю, в скором времени нам дети вместе с вами скажут огромное спасибо, а не только Олегу Леонидовичу. Спасибо огромное. Спасибо вам, Татьяна Сергеевна. В этом году Чувашия включилась в пилотный проект. Более 3000 детей. И здесь отдельное спасибо вам, Дмитрий Анатольевич, с вашей командой, в том числе и Минэко. То, что помогли организовать выезд детишек 5-9 классов. В целом по Чувашии им удалось посмотреть и до Алатыря, и посетить другие, значит, наши интересные места. Это было на самом деле очень эмоционально. И та обратная связь и от родителей, от детей, которые поступают, она, конечно, положительна. Ну и отдельное спасибо нашим туроператорам. Но мы с вами договорились, что вместе, и вот Алла Леонидовна тоже предлагала, давайте мы вместе проедемся этими маршрутами, посмотрим. А та идея, то, что вы говорите, создать экспертный совет в части там принятия, наверное, да, какого-то экспертного мнения по этим школьным маршрутам, на самом деле это отличная инициатива с тем, чтобы задать эту планку, задать стандарт, и сама работа была максимально эффективна. У вас есть добавить что-то? Да, у меня буквально одна ремарка в дополнение к тому, что сказала Татьяна Сергеевна, коллеги, с вашего разрешения. Результат вот этой сессии, которую мы провели вместе с Дмитрием Анатольевичем, да, Захаровым по школе, он уже есть, потому что нас Нижний Новгород предложил Чебоксары поставить в тот маршрут, который больше, чем путешествие. То есть это федеральный проект, федеральные деньги, федеральные ребята, победители большой перемены, которые едут по утвержденному маршруту, выигранному туроператором. Это первый шаг, что Нижний Новгород предложил присоединиться, и мы вот Чебоксарами зашли. Это очень важная такая история. И как раз вот этот проект, который сегодня финансирует поездку детей из сборной группы за то, что они победили в тех или иных направлениях, это большой охват. Это до 50 тысяч, да, доходит, если все вместе, да, посчитать ребят, которые ездят по регионам. И нам очень важно зайти, но первый шаг, мне кажется, у нас сделан и получилось. Вот за это отдельное спасибо. Это тоже результат уже работы сессии. Отлично, спасибо. Мы много говорили с вами о стратегии, о тех основных, значит, документах, о тех основных метриках, показателях. Вот у нас с вами сегодня присутствует ректор Российского государственного университета туризма и сервиса. Помимо тематики, связанной с кадрами для отрасли туризма, безусловно, этот университет у нас является в том числе основным экспертом, в том числе и по стратегическим документам планирования туристических в туристической отрасли. Пожалуйста, Александр Алексеевич, вам слово. Да, расскажите спасибо. О востребованности специалистов в области туризма. Да, спасибо большое. Прошло уже много времени, я буду предельно краток и пытаться говорить по существу. Мы благодарны за то, что вопросы кадрового обеспечения туристской отрасли Чувашии стали предметом отдельного обсуждения в рамках настоящего форума. Однако, прежде чем перейти к конкретным вопросам подготовки кадров для сферы туризма республики, позвольте высказать ряд соображений, исходя из имеющегося опыта работы над документами стратегического планирования развития туризма в Российской Федерации и регионах России, а также по результатам нашего участия во всех мероприятиях форума «Чувашия туристическая». Я буду пытаться вот с кадрами тоже связывать. Для определения путей решения кадровой проблемы необходимо прежде всего понять, сколько и кого, а также в течение какого времени необходимо готовить для того, чтобы туризм в Чувашии стал реальной отраслью экономики региона. На наш взгляд, для этого необходимо создание стратегии развития туризма в Республике Чувашия. И только исходя из этого документа можно правильно выстраивать вопросы, в том числе и кадрового обеспечения. В настоящее время такого документа стратегического планирования в республике нет. А ведь только имея этот документ, можно готовить программы развития, отдельные программы развития туризма в республике, в том числе и кадрового обеспечения. Наличие стратегии позволит устранить информационный вакуум, который в настоящее время имеется у органов управления туризмом как на республиканском, так и муниципальном уровне.
Стратегия даст возможность, вот Анатолий Геннадьевич об этом говорил, стратегия даст возможность туристическому бизнесу и инвесторам осуществлять планирование своей деятельности и чувствовать себя более комфортно. В то же время органы законодательной власти республики и органы управления туризмом смогут создавать соответствующую нормативную базу, которая позволит местным товаропроизводителям, бизнесу приносить большую эффективность региональной экономике. Ну и, наконец, стратегия развития туризма региона, она является одним из основных критериев, условий для получения грантовой поддержки, которая раньше в рамках национального проекта «Туризм», так сказать, распределялась Ростуризмом. Сейчас эту работу будет продолжать Министерство экономического развития. Все дело в том, что в удельном весе баллов это достаточно значительная роль. Вернусь к теме подготовки кадров. Существует два пути решения этой проблемы – краткосрочная и более длительная перспектива. Университет имеет достаточно большой опыт реализации программ дополнительного профессионального образования для представителей органов управления туризмом на муниципальном уровне. Приведу лишь несколько примеров таких программ. Это государственное и муниципальное управление в сфере туризма, проектирование туристских маршрутов и продуктов, сельский туризм, современные тренды, промышленный туризм, событийный туризм и другие. Олег Алексеевич, мы готовы приступить к выполнению этой задачи немедленно, потому что эти программы уже прошли апробацию в различных регионах нашей страны. Если вернуться к стратегии, этот документ также позволит сформировать целый пул программ дополнительного профессионального образования, которые будут направлены на представителей органов управления бизнеса и будут отвечать современным требованиям туристской отрасли республики. Такой опыт у нас есть, и он получил позитивную оценку правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации. Если говорить о более долгосрочных задачах подготовки кадров, университет располагает достаточно большим количеством бюджетных мест по магистерским программам в области туризма. Готовы в приоритетном порядке рассматривать кандидатуры специалистов из Чувашии на обучение как по очной и заочной форме, и заочным формам обучения. И с сентября, собственно говоря, мы можем начать эту работу. Подчеркну еще раз, что это обучение будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. В заключение хочу сказать, что нами были проведены переговоры с Чувашским государственным институтом культуры и искусств по взаимному сотрудничеству в области подготовки кадров для туризма Чувашии. Здесь имелись в виду уровни бакалавриата и среднего специального образования как наиболее востребованные в перспективе, потому что линейный персонал и руководящих сотрудников у нас всегда достаточно и много. И нами создана дорожная карта, которая содержит ряд мероприятий, которые позволят осуществить лицензирование по специальностям туризма, гостиничное дело, профессионально подготовить преподавателей с тем, чтобы с сентября 2023 года начинать подготовку бакалавров, специалистов среднего звена по указанным направлениям подготовки. Спасибо большое. Спасибо, Александр Алексеевич. Но я думаю, здесь тоже нужно отметить, что со следующего года на базе нашего республиканского института заработает новая программа обучения по специальности туризм, музейное дело. Значит, знаю, что есть потребности в муниципалитетах. Мы говорили об этом на этой сессии. Я помню, что есть и краткосрочные программы, и долгосрочные. В принципе, если есть потребность, в том числе у муниципалитетов, у отраслей, я думаю, наш государственный университет в сфере туризма как раз может принять на обучение, как на долгосрочную, так и на краткосрочную программу такие запросы. Спасибо огромное. По поводу документов стратегического планирования, чтобы все было, как говорится, там по науке и зашить эти
мероприятия и в наши стратегические документы. Давайте тогда, наверное, вернемся к этому вопросу. И уже знаю, мы с вашим и проректором обсуждали этот вопрос. Предметно по каждому из направлений по итогу этой сессии будет уже предложена совместная работа. Дмитрий Иванович, я хотел Олегу Алексеевичу как раз предложить следующее заседание Высшего экономического совета как раз по этой теме провести уже с конкретными решениями, подготовиться хорошенько. Очень такие уже наработки хорошие, вот в течение недели появились, их надо уже оформлять там в конкретные решения для того, чтобы дальше работать. Я думаю, что Олег Алексеевич нам в конце пленарной сессии выразит свои мысли и поставит в том числе направление для дальнейшей работы. Я думаю, что в том числе, Анатолий Геннадьевич, это предложение может быть и предложено. Я предлагаю двигаться дальше. У нас была 9-я сессия, там мы говорили о создании карты туриста. Есть очень хороший опыт проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства города Москвы. Я прошу Марию Юрьевну Киселеву выйти и рассказать, Мария Юрьевна, какие есть перспективы нашей совместной с вами работы. Ну и хочу сказать, что это тоже наша землячка, которая теперь за весь туризм Москвы несет это бремя и будет с нами делиться в том числе своими практиками. Мария, пожалуйста. Да, добрый день, уважаемые руководители, дорогие коллеги и земляки. Спасибо за приглашение к докладу. Я подвожу итоги сессии по цифровизации и по туристической карте гости как эффективном инструменте продвижения дестинации. Могу сказать, что действительно это требует усилий и инициативы со стороны руководства региона, консолидированной позиции всего правительства, подключения сервисов, услуг городских, а также конкурентного туристического продукта. Все это, как мы видели ранее, присутствует в регионе. А сегодняшняя трансформация туристической отрасли – это возможность региону ярко, активно стать представленными на туристической карте России. У меня нет презентации, но я коротко скажу, что туристическая карта гостя – это эффективный инструмент для самого конечного посетителя получить максимум впечатления от региона, получить услугу all-inclusive, что является экономически выгодной мотивацией приехать и посетить регион. А для самого региона туристическая карта сегодня – это возможность гарантировать возвратность туриста, возможность представить не только узнаваемые объекты региона, но и подсветить, продвинуть те объекты, которые еще неизвестны для нашего российского туриста. В заключение могу сказать, что впереди, конечно, масштабная коммуникационная кампания. Ее можно совместить с проектом главы, уважаемые великие земляки, как амбассадоров региона, сделать карту более персонализированной. И карту необходимо совместить с платежными системами, такими как МИР, для того, чтобы она была экономически выгодной. Карту необходимо совмещать с нашими крупными экспортными компаниями. Мы много о них сегодня говорили. И для того, чтобы расширить свою географию. И мы, как со стороны Москвы, конечно, подтверждаем свою готовность, серьезность своих намерений для того, чтобы продолжить работу по продвижению туристического потенциала Чувашии на туристической карте России. От себя лично хочу поблагодарить, сказать, что мы гордимся такой системной, прогрессивной работой правительства и руководства региона по продвижению его туристического потенциала. Результаты очень заметны. Спасибо большое.
Мария, огромное спасибо. Да, действительно, мы уже поставили совместно с коллегами из Минцифры, которые вели эту страцессию, задачу по оцифровке не только туристических объектов, но в том числе мы заходим и на музеи, и на, значит, другие культурные объекты. Я думаю, что в следующем году вся карта объектов туристического показа будет оцифрована, будет размещена на портале, а совместно с такими сервисами, как Руспас московский, который продвигает не только Москву, но и все регионы, участвующие в этом проекте, мы сможем достучаться до каждого музея, в каждом муниципалитете, до каждого объекта показа туристического. И я думаю, что это тоже дополнительный стимул для продвижения не только региона в целом, но и конкретных муниципалитетов. У нас есть с вами еще один эксперт, у которого была возможность познакомиться с Чувашией на протяжении нескольких дней. Я думаю, что именно он может дать оценку медиапотенциалу туризма нашего региона. Я приглашаю Дениса Сергеевича Лунчукова, ведущего программы «Вести» на канале «Россия-1» и координатора проекта Общественного народного фронта по развитию внутреннего туризма «Путешествуем по России». Пожалуйста, Денис. Спасибо большое. Добрый день, друзья. Добрый день, коллеги. Я, во-первых, хочу сказать огромное спасибо организаторам форума, региону за ваше гостеприимство, за вашу теплоту. Я с удовольствием познакомился с Чувашией. Культура, истории, обычаи. Очень много, что еще можно посмотреть и приезжать, еще раз приезжать. Вы знаете, самое главное, зачем едет турист? Он едет за эмоциями и едет за впечатлениями. Он хочет увидеть то, что он не видит в своем городе. Он хочет что-то попробовать, познакомиться с чем-то, да, посмотреть вот эту вот самобытность, о чем мы уже говорили. Потенциал большой. Но нужно помнить о том, что вот на сегодняшний день конкуренция за российского туриста, она не просто огромная, она громаднейшая. Потому что каждый регион нашей большой, красивой страны развивается именно вот в направлении в туристическом. Поэтому, конечно же, здесь вот эта вот уникальность, она будет играть очень большую роль. Сегодня, когда выступал министр сельского хозяйства, он говорит, я, наверное, не с тем роликом пришел. Вы знаете, с тем, потому что вот эта вот красота, когда на нее смотришь, а потом вот эти вот слайды из разных районов республики, ты сидишь и думаешь, ого, я хочу вот это вот увидеть своими глазами. Я перед тем, как поехать в Чувашию, специально посмотрел платформы различные, которые предлагают экскурсии здесь. Вот, к сожалению, я не нашел ничего, чтобы мне захотелось увидеть и посетить. Очень большая работа нужна с экскурсоводами и гидами. Я бы, наверное, посоветовал собрать не только тех, кто работает в ТИЦах, но и частников, потому что у них тоже очень большой поток. Собрать, поговорить, посмотреть, проработать маршруты, узнать, что необходимо. Возможно, где-то там инфраструктурные объекты стоит построить. Это те люди, которые непосредственно работают с туристами. Большой потенциал у аграрного сельского туризма. Мы были в музее истории трактора. Шикарнейший музей. Мне очень отрадно, что в регионе сотрудничают именно с частниками, потому что где-то есть такая история, что вот у нас есть муниципальный региональный музей, вот нам нужно свои показатели делать, да, мы не будем работать с частниками. Вот этого никогда не должно быть, потому что это общее дело, и развивать туризм в одиночку никогда не получится. Вот именно в совокупности, потому что мы понимаем, что и частники тоже, они привозят сюда туриста именно в регион, который не только у них в музее оставляет денежку, но потом и в ресторанах, и в гостиницах. И вот это вот, конечно, большая колоссальная работа, которую нужно продолжать делать и развивать. Кстати, вот мы с коллегами, когда общались, тоже смотрели, штурмили, и вот родилась такая идея, если говорить о сельском, аграрном туризме, возможно сделать такой, проработать некий кластер, где построить, например, избушки, да, которые можно вот снимать в аренду, да, вот там семья может приехать. Где-то там, например, курицы, там козочки пасутся. Ведь дети, которые растут в мегаполисах, зачастую, они ведь не знают этого. Им хочется приехать в деревню, им хочется увидеть сельскую жизнь. Тут же рядом агрокластер, вот эти вот тракторы, которые ездят, работают, посмотреть, как хлеб выпекается. Люди
люди, местные жители в национальных костюмах. И вот, кстати, коллега тоже говорил, что вот где-то там бедность, да, вот они там вышли неприглядно. Ведь нужно донести местным жителям, что они ведь тоже могут работать и зарабатывать на туризме. Нужно услышать их идеи, нужно их вовлекать. И вот если сделать такой какой-то вот большой интересный кластер, куда ты приезжаешь, отдыхаешь, там гостиница тоже вот в таком в национальном стиле, может быть, там просто более дешевые категории. Рядом ферма. Дать предложение фермерам на льготных условиях зайти на эту территорию, там сыроварню построить, молочную ферму, чтобы детишки, семьи, которые приезжают, они могли в совокупности все это увидеть и прочувствовать. Идей много, идей масса, которые можно тоже обсуждать, штурмить с коллегами. Опять-таки, вот Алла Леонидовна говорила о том, что в программу «Больше, чем путешествия» зашли, да, это детишки, которые приезжают. Вот очень хорошая идея прозвучала по поводу сертификации. Проверено детьми. Такого еще нет, да, если мы говорим о том, чтобы привозить сюда семьи, приезжали детишки, школьные путешествия. Ведь это же здорово, да, когда вот, например, объект проверен ребенком, что это вот подходит именно для семейного отдыха. Идей вот правда очень много, и сегодняшний форум, сегодняшнее мероприятие – это огромный задел на будущее для того, чтобы республика развивалась именно вот в туристической сфере. Что касается продвижения, я совсем коротко, буквально, чтобы не отнимать время, вчера еще успел побывать еще на одном крупном мероприятии, которое проходит в республике, это «Профи-21». Пообщался как раз с пиарщиками. Ребята готовы, ребята знают, как работать, их обучают. Но вот что хотел бы посоветовать, не то что попросить. Сейчас же вся работа идет в интернете в основном. Очень многие занимаются продвижением и в муниципалитетах, и вот на региональном уровне нужно как-то подумать о том, чтобы выделялись некие бюджеты на продвижение именно вот в интернете, потому что многие пресс-службы, пиар-специалисты сталкиваются с тем, что вот видят непонимание своих руководителей о том, что нужно тратить хоть небольшую, но какую-то денежку именно на развитие, потому что откуда мы черпаем информацию, где мы видим эти ролики? Если раньше, например, едешь на работу, берешь газету, в метро читаешь ее, сейчас сидят в телефонах. Это телеграм-каналы, это блогеры, это новостные порталы. И, конечно, нужно туда заходить. Нужно очень хорошо, умело работать с блогерами, которые будут именно рассказывать о культуре, о традициях, о обычаях, об интересных маршрутах и достопримечательности республики. И тогда, конечно же, турист с удовольствием к вам поедет. Спасибо огромное. От себя лично, от Общероссийского народного фронта, от проекта всегда готовы помогать, штурмить, предлагать идеи, приезжать и вместе делать одно общее дело. Спасибо. Денис, спасибо. Ждем вас всегда в Чувашию. Приезжайте. С удовольствием. Будем смотреть, что было, что стало. И будете свою оценку нам тоже передавать. Ну, раз речь зашла о медиапотенциале, предлагаю вам посмотреть еще раз небольшое видео, которое назвали «Открой свою Чувашию». Пожалуйста.
Ну что ж, спасибо всем выступающим, спикерам, своим партнерам, коллегам. Друзья, хотелось бы подвести предметные итоги форума «Чувашия туристическая». Каждая сессия предлагала и свои инструменты улучшения потенциала, из которых будет сформирована, Олег Алексеевич, единая резолюция по каждой сессии и в целом общая. На сегодняшний день уже поступило более 40 предложений, они конкретные, какие-то предложения дополнительно продолжают поступать, но вот я просто перечислю из тех, которые захотелось выделить по итогам разных сессий. А потом, Олег Алексеевич, я хотел бы обратиться к вам по итогу всех этих выступлений и дать оценку проделанной работы и направить нас, в каком направлении следует дальше приложить усилия и сфокусироваться на задачах. Итак, какие наиболее любопытные, на наш взгляд, были предложения? Построить новый корпус отделения медицинской реабилитации санатория «Надежда». Реконструировать объекты по добыче минеральных вод в 4 санаториях: Волга, Надежда, Чувашия, Чувашия курорт. Субсидировать из республиканского бюджета проведение профориентационных экскурсий для школьников 9-11 классов для предприятий республики. Сформировать в муниципалитетах инвестиционные кусты на берегу водохранилищ с базами для обслуживания отдыхающих, причалами для лодок, пассажирских судов. Создать музей энергетики в историческом здании первой электроподстанции Чебоксар. Рассмотреть возможность целевого обучения специалистов сферы туризма за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов. Рассмотреть возможность предоставления земельных участков без проведения аукционов для строительства средств размещения, а также создать единую бонусную туристическую систему и карту лояльности туриста на основе анализа больших данных. Еще раз говорю, порядка 40 предложений поступило. Любой желающий, любой, я думаю, может присоединиться и дополнительно предлагать свои идеи. Мы открыты. Ну и, Олег Алексеевич, пожалуйста, вам слово. Подведите итоги этой работы и, пожалуйста, дайте нам направление по итогам этой работы. Спасибо. Ну, я постараюсь очень коротко, потому что мы достаточно долго работаем. Я, прежде всего, еще раз выражаю огромные слова благодарности всем, прежде всего, всем участникам, ну и еще больше всем гостям, экспертам, которые приехали с нами и потратили свое время, уделили внимание очень важному направлению. Ну, мне кажется, мы самое главное сделали. Прежде всего, я здесь обращаюсь к своим землякам, коллегам, которые работают в системе управления, прежде всего, государственной, муниципальной власти в области развития туризма, ну и не только туризма, в каждой отрасли. Мы, самое главное, поняли самые наши сильные стороны, те возможности, то есть уже имеющиеся возможности, которые есть, и осознали их использование в рамках развития туризма и индустрии гостеприимства. Естественно, обозначили недостатки, которые есть в этой сфере для того, чтобы сформировать полную картину и соответствующим образом дальше двигаться. Точно обозначили, что только за счет организационных мероприятий мы с вами можем резко усилиться с точки зрения продвижения тех возможностей, которые есть в каждой сфере. А за счет того, чтобы, за счет использования туристической деятельности, ну, каждая сфера может решать свои некие, может быть, специфические задачи. Ну, к примеру, например, если агропромышленный комплекс через агротуризм больше будет продвигать свою продукцию, то, например, через промышленный туризм, промышленные предприятия, сегментирующиеся на школьниках, могут решать свои кадровые вопросы и формирование будущих специалистов. А через это в целом мы в республике получаем такое, скажем, воспитание людей с точки зрения, ну, скажем, любви к родине и желания, самое главное, самореализоваться на территории, где выросли. Самое главное, на мой взгляд, мы всколыхнули сами себя с точки зрения идей, мыслей, подходов, что нам надо сделать в кратчайшей, среднесрочной и долгосрочном периоде для того, чтобы реализовать задачи развития туризма и, самое главное, использовать все те возможности, которые есть как в рамках развития самой отрасли, так и в рамках
реализуемых национальных проектов. Об этом сегодня было много сказано. По каждому направлению реализуется очень много вещей. И вот даже в резолюции мы видим, многие объекты, они, с одной стороны, имеются в комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики, но когда мы на них посмотрели через призму туризма, надо чуть-чуть докрутить, донастроить, и это будут совершенно другие уже совершенно другие объекты, совершенно с другим предназначением. Ну и исходя из этого, конечно же, нам в кратчайшее время надо создать всеобъемлющий план, который вот обеспечивает, с одной стороны, охват вниманием всех этих составляющих, обеспечивает синхронизацию, общую синергию, а самое главное, запускает процесс реализации многих проектов на основе государственно-частного партнерства. И здесь хотел бы отметить такую, две вещи, очень важные вещи. С одной стороны, мы фиксируем возможные инвестиционные ниши по каждому из направлений, но с другой стороны, очевидно, появляется целый простор предпринимательских идей в области туризма и индустрии гостеприимства, которые могут развиваться в ближайшее время как предпринимательская ниша и будут, с одной стороны, прибыльным бизнесом, с другой стороны, будут обеспечить мультипликацию тех направлений, которые будут вовлечены, формируя такую цельную товаропроводящую цепочку, которая будет обеспечивать туристу комфорт, сервис, безопасность, удобство, познавание и другие аспекты, зачем едет турист в тот или иной регион. Но самое главное, о чем было сказано, и вот я полностью солидарен, мы не должны терять самобытность. Нашу идентичность, вот эти составляющие будут изюминкой каждого региона. И вот здесь ни в коем случае, создавая современные условия, современный сервис, мы должны вот эти составляющие сохранять, его оберегать и всячески, развивать во всех аспектах. Ну и, конечно же, про кадры не могу сказать огромное спасибо за те предложения, которые уже были высказаны. Можно создавать все, что угодно, можно делать замечательные планы, но пока не будет людей, которые обладают научными знаниями, пониманием того, как это надо организовать, конечно же, не пойдет ничего и будет также вот таким образом достаточно медленно двигаться. И эти знания нужны в разных сферах. Как уже было сказано, с одной стороны, имеем очень много в области туризма, но узнать в один клик через современные сервисы, находясь в Москве или в другом регионе, к сожалению, или в других странах, к сожалению, невозможно. И, конечно же, многие такие привлекательные моменты региона турист узнает только приехав в регион из рассказа тех людей, которые его принимают. И здесь нам еще есть над чем поработать. Ну и особое спасибо, я думаю, мы это обязательно возьмем Денису за вот такой вот, мне кажется, это такой знак качества, проверенный и одобренный ребенком, надо точно реализовать. Я думаю, что для этого мы будем использовать все имеющиеся наши площадки, и площадку правительства, и Высшего экономического совета, рабочих групп, собрания депутатов, для того, чтобы в кратчайшие сроки углубиться по каждому из этих направлений. Ну и самое главное, реализовывать дальше очень активно. Уверен, сегодняшнее предложение о желании участвовать в этих процессах как со стороны Шалбана Валерьевича, так со стороны каждого коллеги, каждого выступающего, нам только вселяет уверенность, что все планы, которые мы сегодня построим, возможно, они будут казаться очень амбициозными, где-то даже в кавычках космическими. Все возможно, если мы объединим усилия. Поэтому спасибо большое еще раз за такую замечательную содержательную работу. Олег Алексеевич, спасибо огромное. Одобрено ребенком, я думаю, это бренд 23-го года. В преддверии года счастливого детства это точно берем в работу. Ну что, у нас в этом году впервые, наверное, заработал Комитет Государственной Думы по туризму, но не в этом году, имею в виду, в этом созыве. А в этом году они впервые вручают почетные грамоты. И первые почетные грамоты от Комитета Государственной Думы по туризму приехали в Чувашию. Я прошу принять участие, уважаемый президиум, в награждении и церемонии вручения наград. А перед этим, Алла Леонидовна, хотели бы рассказать, может быть, о каких-то выводах, о ваших мыслях по итогу этой работы и
завершим, перейдем к награждению от вашего комитета вместе с Шалбаном Валерьевичем. Ну, мне кажется, после главы, после всех спикеров сложно что-то говорить, потому что все основное озвучено. Еще раз исключительно хочу выразить слова благодарности за то, что мы все вместе, и думаю, у нас на самом деле все получилось. Спасибо большое. Ну и спасибо вам за помощь и такой магнит. Ну что ж, переходим к награждению. Пожалуйста, Шалбан Валерьевич и Олег Алексеевич. За большой вклад в развитие внутреннего туризма почетной грамотой Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по туризму и развитию туристической инфраструктуры награждены Казанцева Анна Георгиевна, руководитель агентства уникальных путешествий «Городские легенды». Пронюхина Людмила Петровна, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью компания «Мир экскурсий». Благодарим вас. Эти громкие аплодисменты для вас. Да, ну что, благодарим вас всех за то, что приняли участие в этой работе. Открывайте Чувашу каждый день. Открывайте свою Чувашу. Спасибо за работу. Дорогие друзья, всех гостей, вы знаете, я хочу, чтобы вы почувствовали вкус название нашего народа. Ведь мы, как говорим, как народ русский, народ православный, по языку мы относимся к тюркской группе языков, а появились путем смешения пришлых булгаро-сувар с местным финно-угорским населением. И появился на Руси такой народ – чуваши. А теперь почувствуйте вкус названия нашего народа, когда мы говорим, что вас и всех гостей на 1082-й версте встречаем мы чуваши. Когда мы заведем щеночка? Арина, я же говорила, в нашем доме никаких животных. Лучше бы друзей себе нашла, а то сидишь целыми днями дома одна. Вот и найду.